Добрый день, уважаемые слушатели. С вами передача «Якут сегодня». И я ее ведущий, преподаватель музыкального колледжа Дедюкин Андрей Семенович. Мы здесь в этой рубрике будем обсуждать вопросы музыкального образования. И сегодня у нас очень интересные гости и интересная тема – гитара. Сегодня у нас в гостях студент Арктического государственного института культуры и искусства, а также преподаватель детской школы искусств номер 2 Иван Боков. Здравствуйте. И учитель музыки средней школы номер 23 и мастер по ремонту гитар и музыкальных инструментов Семен Талыбыев. Здравствуйте. Добрый день. Тема нашей сегодняшней передачи – гитара. И прежде чем приступить к обсуждению вопросов, давайте ее чуть-чуть послушаем в исполнении Ивана Бокова. Спасибо большое. Вот хотел бы спросить, вообще, какие бывают разновидности гитары, потому что очень такой распространенный инструмент, но не все, кажется, разбираются в видах именно гитары. Какие? Да, на самом деле разновидность гитары очень большая. Сейчас перед вами классическая гитара, возможно, одна из первых, которая появилась на Земле. Гитары еще появились в 18 веке. Вот это вот, как еще раз говорю, классическая гитара. Была она изобретена в Испании. Называется испанская гитара, либо, проще говоря, классическая гитара. Существует еще огромное количество гитар. Это акустические гитары с металлическими струнами, электрогитары. Также есть семиструнная гитара российская, которая была изобретена в Советском Союзе. Бас-гитары. Их очень большое количество. То есть получается, что классическая гитара, отличие – это нейлоновые струны? Да, это нейлоновые струны. Маленечко другое здесь техника крепления струн. Да, мы вяжем узелок, а не втыкаем в иголочки, как на акустике. И вот именно по классической гитаре трудно ли играть, трудно ли научиться, какой репертуар, вообще какие сложности бывают? Ну, первая из проблем – это, наверное, научиться сидеть с инструментом. Сидеть? Да, то есть здесь, как вы увидите, присутствует классическая посадка, которая подразумевается наклоном гитары в 45 градусов. И в этом помогает специальная подставка, в которую мы ставим ногу, и у нас получается вот такая вот опора. Да, и, как я уже сказал, первая проблема – это научиться сидеть с гитарой правильно, потому что что нам нужно? В первую очередь это должно быть легко, то есть ничего не должно зажиматься, то есть мы не должны заниматься во вред себе. То есть все естественное постановка? Все, да, естественное, то есть как вот мы пользуемся нашим телом, то же самое мы переносим сюда, все естественно. А звукоизвлечение происходит, так понимаю, за счет ногтей, да?
Звукоизвлечение происходит за счет пальца, а ноготь нам просто помогает А, укрепить наш звук, то есть более сделать его плотнее. А раньше, то есть школа игры была безногтевая, то есть ее запатентовали буквально в 20 веке, то есть не так уж и давно. что-то. А, ну, как вот мы поняли, оказывается, разновидностей гитар очень много. И вот наш гость Семен, наверное, расскажет, какие бывают именно сложности по содержанию и по ремонту таких инструментов. В гитарах, конечно, проблемы всегда хватает. Начиная от того, как провисает струн, насколько высоко они находятся над ладами, и заканчивая тем, что человеку просто элементарно не нравится ее звучание. Ага. Самые распространенные проблемы – это когда струны опускаются настолько низко, что струн начинает дребезжать об лады во время игры. А учитывая специфику нашего климата, у нас перепады температур от плюс 32 до минус 50. Плюс еще и самое большое такое время – это весна и осень, когда перепады температуры и влажности происходят. Дерево начинает отзываться на это. То оно впитывает влагу, то оно его отдает. Ну и процесс эксплуатации то же самое, и хранение. Как ее таскают по морозу ли, оставляют возле батареи. В общем, самая частая проблема у людей встречается – это гнутый гриф. Ну, за исключением нескольких моделей, во всех остальных гитарах присутствует анкер. То есть такой стержень, который проходит сквозь гриф внутри, и его можно крутить. Прокручивая его по часовой или против часовой стрелки, он отзывается на сам гриф и выгибает его в ту или иную сторону. И основные проблемы еще и в том, что на акустических гитарах, особенно не на классических, а на эстрадных гитарах, происходит горб на месте вклейки, где гриф соединяется с декой. Во время эксплуатации через год, может через 2, иногда даже позже, но все равно появляется горб. То есть это происходит из-за того, что структура дерева идет всегда параллельно, а внутренний клёц, который ставится для усиления, его ставят вертикально, то есть перпендикулярно. И когда дерево усыхает, оно усыхает вдоль волокон, а тот внутренний клёц так и остается на месте. То есть вся гитара становится чуть-чуть меньше, а он не уходит. Из-за этого появляются горбы на гитаре. Вот куда могут подойти люди, которые купили себе гитару и вот чувствуют, что с ней что-то не так? Ну, или просто элементарно с сломанными гитарами. У вас где находится мастерская? Ну, у меня мастерская на Курашова стоит, 30/5В в 6-м кабинете. Но я там, конечно, не нахожусь весь день. У меня основная работа в школе, учительствую. А так в свободное время там принимаю, ремонтирую. Угу. А вот я помню, что мы летом вот сделали такой интересный проект, электроакустическую укулеле, баритон с тобой. Да. Вот, в общем, такой инструмент в магазине стоил 35 тысяч, ну и выше. Мы заказали через интернет за 9 тысяч, за 3 тысячи вставили звукосниматель, и получилось вот почти в 3 раза дешевле. Вот такие проекты бывают, ну, заказаны такие проекты, соорудить что-то, сконструировать свое. Но в основном люди, которые приходят на ремонт, они приходят с какой-то либо поломкой, но есть люди, такие фанаты своего дела, которые все время мало. Они даже новую гитару, когда покупают, всегда приносят, начинают ее подстраивать под себя. Но это, в принципе, и логично, потому как даже на машинах всегда есть такое, как подстроить под себя сиденье и все остальное. Здесь все то же самое. Начинают подстраивать, менять электронику, что-то еще. Люди, которые играют на акустических гитарах, им после этого хочется чего-то большего. Они начинают хотеть ее подключить к колонкам. Либо люди, которые часто выступают, и им неудобно ставить один микрофон перед гитарой, один перед собой. И вот такой вот пьезозвукосниматель, он ставится под нижним порожком в бридже. И, в принципе, такой порожек поставить, конечно, всегда можно. И в наше время сейчас эта электроника довольно-таки доступна. Но если брать, например, одна гитара, которая стоит 12 тысяч, и точно такая же модель, но с установленным звукоснимателем, она стоит в 2, а то и больше раз. И если купить отдельно этот звукосниматель вместе с начинкой и установить, это, конечно, выходит в разы дешевле. И такое часто, в месяц раз примерно так все равно приходят, приносят, пробуют.
И вот получается, что здесь не только выгода, но еще и человек начинает, ну, все равно спрашивает, наверное, и начинает разбираться по хранению, да, советы какие-то даете, как его эксплуатировать, от чего это бывают такие закосы. Да, конечно. Например, я всегда говорю, то, что если вы продолжительное время не играете, то струны нужно ослабить, чтобы снизить напряжение на древесину. Плюс ко всему, не хранить ее в комнате, где часто сушится, например, одежда, где повышенная влажность, или возле батареи. Лучше всего, конечно, брать увлажнители, такие тоже продаются. Расслабить струны, вставить ее в акустическое отверстие, этот увлажнитель, в чехол и куда-нибудь в шкаф, либо под кровать. В общем, такое место, где она не будет сильно подвержена каким-то температурным сбоям. И Иван, наверное, вот все эти правила соблюдает, Да, там обучает конечно. вас. Да. А вы детям вот тоже, наверное, говорите правила ухода за инструментом? Да, конечно, безусловно, нужно учить детей, то, что инструмент в нашей работе это, во-первых, наш язык, то, что за ним нужно хорошенечко следить. Инструмент, ну, относиться к нему бережно. А если вот, как сказал Семен, у нас очень резко континентальный климат, разные виды влажности. И если у ребенка не получается там что-то по независящим от него причинам, гитара не звучит. Вот какие советы можно тут дать? Именно ребенку. Во-первых, удостовериться то, что у него гитара настроена. Потому что часто бывает такое, то, что вроде все как надо, но что-то звучит не то. Просто поплыл строй. Элементарно бывает такое. Потому что бывает такое, то, что вот третья струна, допустим, она у нас самая нестроящая. Ее нужно подстраивать постоянно. И тут на помощь помогает вот как раз этот тюнер. Он есть в любом телефоне. Ты его загружаешь и проверяешь строй. То есть сейчас очень много всего можно делать просто через обычный телефон, да? Да, то есть это очень хорошо помогает, ну и нужно учиться настраивать на слух, потому что... Хорошо, сейчас в нашем эфире начнется реклама, и мы через некоторое время вернемся к нашим разговорам о гитаре и о гитарах. Итак, мы продолжаем разговаривать про гитары. Напоминаю, что у нас вы можете позвонить по номерам 320066 и 321166. Мы в прямом эфире и можете задавать вопросы. Итак, про гитары и точнее человек и гитара. Вот, Семен, как вы вообще начинали увлекаться всем этим? Немножко о себе можете рассказать? Ну, первая гитара, которую я в руках подержал, я был во 2 классе. Она была в доме у моего двоюродного дедушки. Тогда я не понимал вообще, что к чему. В итоге мы ее сломали, порвав несколько струн. Сломалась она у нас напополам. Это была старая советская гитара, семиструнная, кажется. Но я точно помню, что там были натянуты жилки, как от рыболовных снастей. Это я уже много позже узнал, что это нейлоновые струны. Ну, а далее мне дядя подарил гитару, когда я был в 10 классе. Обычная, неброская гитара. Ну, именно с нее и началось первые аккорды, первые попытки вытащить какую-либо мелодию. А затем у нас открылся кружок ВИА, вокально-инструментального ансамбля. Я туда пошел. Был у нас учитель Косылбаиков Роман Гаврильевич. Он уже тогда несколько групп подготовил, довольно-таки известных и успешных. И вот он нас начал подготавливать. Там же я от него узнал и об устройстве электрогитары, о таких понятиях, как соло, какие там правила. Он же дал мне и самоучитель, чтобы я сидел и разучивал, как называется тот или иной аккорд. Ну, вот так вот как-то и покатилось.
Ну, покатилось немножко, наверное, не то слово. Вот. А с детьми вы вот в школе работаете? Это обычная средняя общеобразовательная школа, получается, да? Да. И вот как у вас проходят занятия? Это групповые занятия? Гитаре я начинаю обучать с 5 класса. Гитара проходит у нас кружки, тоже вот такие вот групповые занятия. Но из-за обилия учеников и желающих приходится проводить несколько раз в неделю с разными учениками, потому как инструментов все равно не хватает. То есть я не могу сказать, что у меня инструментов мало, у меня почти 20, 19 гитар, таких вот классические, с нейлоновыми струнами, но учеников в разы больше, желающих особенно. То есть мы можем сказать, что сейчас вот все дети хотят играть на гитаре, да? Ну, не все, но очень многие. Очень многие, да, хотят играть, конечно, отсев идет. И отсев идет не из-за того, что кого-то исключаем из группы, а просто потому, что они перестают ходить, теряют интерес, когда у них что-то не получается, либо по каким-то еще причинам. Мгм. Ну, это вот в обычной общеобразовательной школе. А вот в детской школе искусств как обстоят дела с уроками, с детьми, занятиями? В детской школе искусств примерно то же самое, только уроки у нас уже идут индивидуальные, то есть 45 я минут посвящаю каждому ученику. И как и в общеобразовательной школе бывает отсев, потому что, как повелось, все хотят играть, но никто не хочет учиться. Мало кто хочет учиться, потому что с виду это все легко, а когда ты начинаешь просить ребенка сесть так, а я, может, не хочу так сидеть. И вот здесь уже появляются разногласия, и некоторые дети бросают. Но есть и совершенно другие дети, которые очень хорошо работают, выполняют все, что ты говоришь, еще и выполняют сверх нормы. То есть в этом деле главное ребенка заинтересовать, и я считаю, самое главное, это нужно обязательно играть ребенку, то есть показывать на примере. Потому что бывает такое, то, что преподаватель только на словах объясняет, а примера прямого нету. Вот я считаю, то, что это вот так вот. Всегда нужно показывать наглядно все. Чтобы ребенок услышал. Да, чтобы играть услышал, вместе. да, и захотел скопировать, потому что дети же все копируют, и вот такое получается. Вот сейчас очень популярно такое направление, как фингерстайл. И то есть это получается из гитары полноценный оркестр, то есть Оркестр. группа. Вот. И все хотят играть сразу такие серьезные вещи. Вот. Насколько это возможно и как в этом направлении двигаться желающим? На самом деле, да, фингерстайл направление достаточно сложное, если изучать его самостоятельно. Но благо в наше время очень хорошо развита всемирная паутина, тот же самый YouTube, там очень много качественных видеоуроков пошаговых. В этом деле, я считаю, главное постепенно все начать. Начать с той же самой посадки и заканчивать уже вот сложными приемами, различными ударными там. Вот насчет таких, скажем, концертов. Вот, например, ребенок что-то выучил, а потом ему нужно это сыграть хотя бы даже перед родителями, перед друзьями, родственниками. И вот насколько бывает изменения, отличия от занятий в классе и на сцене? Скажу так, то, что дети разные, есть такие, которые колоссально меняются, когда ты говоришь то, что намечается концерт, до концерта они спокойные, а вот в преддверии там уже начинается мандраж у детей. То есть, работать над сценой надо обязательно. Даже занимаясь дома, ребенок должен играть кому-то, потому что Это разные вещи. это разные вещи, да. Тот факт, что тебя кто-то уже слушает, тебя это уже какое-то напряжение вводит. Так что обязательно нужно работать. А если вот к Семену, наверное, больше вопрос. Когда детей больше, они смелее становятся или наоборот? Вот какие наблюдения есть? Однозначно смелее становятся, да.
То есть, Одно дело, если тебя одного поставили, вот у нас каждый год бывают отчетные концерты в школе. Вот. Одно дело, если ты сидишь один, и целая куча народа на тебя смотрит. Где-то там мама, бабушка, папа. И тут же сидят и учителя, тут же и одноклассники. мгм. Извините, сейчас у нас поступил звонок. Будем... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у меня сын, ему 15 лет, Да, 15. но он когда-то хотел заняться музыкой. И вот вопрос, с какого года ему можно и куда посоветуется? Он хотел на гитаре научиться. Мгм. Спасибо большое за вопрос. Наверное, вот Иван сразу ответит. 15 лет. Да, здравствуйте. Я могу вам посоветовать несколько школ. Во-первых, это ДШИ номер 2. В начале июня там открываются уже испытания вступительные. Если вам охота больше, чтобы ребенок научился что-то определенное, то можете отправить его смело в Дом музыкантов. Там тоже неплохие преподаватели. Или Арктический государственный институт. Там тоже есть музыкальная школа при институте. Просто тут, наверное, еще такой вопрос. А бывают ли вот именно частные уроки, чтобы прямо конкретно выйти на определенного преподавателя? Да, само собой. Да, индивидуальные уроки тоже есть. Мне кажется, что все-таки, когда ребенок приходит в школу, там же много других испытаний. Вот. Может, вначале можно ли вот просто приобщиться к гитаре напрямую? Да, конечно, можно и начать просто с индивидуальных занятий, без теоретических дисциплин, таких как сольфеджио, хор. Просто пощупать гитару, начать музицировать. Конечно, да. А у Семена какие тоже идеи на этот счет? Как лучше? Мне кажется, что, во-первых, нужно знать, что хочет сам ребенок. Потому что если ему не интересно играть, допустим, какой-нибудь рок, то заставить его всегда можно, но толку от этого не будет. Надо исходить из его личных предпочтений. Если он хочет научиться играть грамотно, по нотам, разбирать какие-то большие классические произведения, то, конечно, это однозначно ДШИ, это агики. Если он хочет играть какие-нибудь дворовые песни, того же Цоя, допустим, то это уже как бы немного другая стезя. То это надо уже в частном идти. Дом музыкантов тот же самый. И вот сколько по времени вообще нужно, чтобы ребенок хоть немножко уже освоил какие-то базовые вещи? Здесь очень большую роль играет наличие самого инструмента дома. Потому как на уроках ты можешь ему показать, объяснить, поправить. Вдруг он держит не тем пальцем или дергает не ту струну в полной уверенности, что делает все правильно. Для этого и нужен преподаватель. Видеоуроки видеоуроками, но там тебе никто замечания не сделает и не поправит. И когда учитель тебя наконец поправил, все объяснил, медленно ты, но верно играешь, это нужно добиваться дома. То есть это нужно повторять, повторять и повторять. Чтобы на следующее занятие прийти не на том же уровне, на каком ты ушел, а чуть-чуть лучше. А вот по поводу индивидуальных занятий тоже дома, насколько вот дети исполнительны в этом плане? Вот, например, в той же детской школе искусств. Ну, конкретно по моим ученикам выполняют все задания. То, что даешь, иногда и есть те, которые сверх нормы выполняют. То есть, ну, это зависит уже тоже от ребенка. Если ему нравится, во-первых, если ты дал ему какую-то пьесу, она ему не очень нравится, то он так сквозь глаза будет на нее смотреть. И вот, как уже говорили, будет приходить постоянно в одном состоянии. То есть пьесы не будут продвигаться. А может быть, тогда исходить из того, что нравится ребенку? Да, такое есть, но в музыкальной школе там у нас есть определенная программа, которую мы следуем. То есть у нас должна быть обязательно классика, то есть у нас должна быть полифония, многоголосие. То есть у нас есть и программа свободного характера, это, допустим,
какие-то оригинальные произведения, либо перевожения современных песен. Но и есть определенная программа, которой мы должны придерживаться. Нет, ну вот если кроме этой общей программы обязательной, ребенок вот скинул вам ссылку на YouTube, какую-нибудь музыкальную композицию и сказал, я хочу играть это. Да, это приветствуется. Это очень хорошо тоже, когда ребенок скидывает тебе какое-то видео и говорит, я хочу так, можно мы, пожалуйста, это разберем на следующем уроке? Да, это очень хорошо. Вне зависимости, что это будет, это уже будет все равно прогресс. Потому что музыка, она же и... Музыка бывает разная, а то она и музыка. Она в любом случае чему-то научит. Сейчас мы опять скоро прервемся на рекламу. И прежде чем мы прервемся, хотел бы еще раз напомнить номера телефонов 32 00 66, 32 11 66. Можете звонить, задавать вопросы. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем разговаривать о гитарах. И вот тут я вспомнил немножко другую историю о происхождении гитар. Вот. Есть такой интересный момент. Раньше, в средние века, в эпоху барокко, существовали такие инструменты, которые назывались виолы. Формой и размерами они были очень похожи на гитары, но на них играли смычком. Вот. И на португальском языке до сих пор гитару называют виоло. Вот это был такой инструмент аристократического характера, а скрипки, они были такими деревенскими инструментами. И у нас сейчас в эфире звонок, давайте ответим. У вас беспокоит Васильев Степан Аркадьевич. Здравствуйте. Я вот ветеран боевых действий. Вот мы когда выполняли боевые командировки, с этого, с 94-го, в Северный Кавказ и так далее, да, и вот тогда нам душу согревала оставшаяся шестиструнная гитара. Вот умел играть один. Никак я хотел научиться, но времени не хватало. Потом что-то я позабросил, вот у меня мечта эта осталась. Я вот сейчас служил на пенсию, мне скоро 60 лет будет скоро. Вот. Не поздно ли или как? И с чего начать-то? Брыкать-то могу, кузнечик сидел в траве или так вот. Простые такие. Спасибо большое за звонок. Очень интересный вопрос. Сразу я вам отвечу. Я вот сам работаю, веду кружок в детском саду, наблюдаю за детьми, как они взаимодействуют в группе, и пришел к такому выводу, что мы, взрослые, никогда не взрослеем на самом деле. Мы также остаемся с детьми, и все, что вот вся эта важность, это все нам только кажется. О чем это я хочу сказать? Что наш мозг пластичен, раз уж мы остаемся с детьми, и в любом возрасте можем начать что-то новое, освоить что-то новое. И вот, наверное, Семен нам расскажет, какую гитару лучше выбрать, чтобы научиться пожилому человеку. Во-первых, я хочу сказать, что для того, чтобы обучиться музыке, ограничений нету. Тем более человек, если собирается идти не в консерваторию, а поиграть для себя, для души, то здесь нет никаких ограничений. То есть главное это стремление и хороший педагог. А как выбрать гитару? Гитара в основном выбирается, если это обычная акустическая гитара, с которой обычно все начинают, то нужно выбирать, посмотреть, какой у нее гриф. То есть кривой ли он, прямой ли он. Потому как все остальные проблемы в основном легко решаемы. Даже если какая-нибудь, как говорят, крутилка, колок, на который натягивается струна, если сломается она, или какая-нибудь пластмасска, тот же самый верхний и нижний порожек, это все легко можно заменить. А вот кривой гриф, то это уже проблемы. В некоторых случаях, когда появляются такие, как называется, грыжи на грифах, где появляется гриф весь полностью ровный, как стол, но в одном определенном месте есть неровность.
где она выходит повыше, чем остальные, то вот это вот уже довольно проблематично. Это нужно снимать все лады полностью, шлифовать накладку, ставить новые лады, закатывать, шлифовать, выравнивать. В общем, это целая история. Поэтому, а чтобы посмотреть, насколько прямой гриф, при натянутой струне нужно посмотреть вдоль струны, как через прицел ружья, что ли. И тогда там по отношению к натянутой струне, натянутая струна всегда прямая, по отношению к ней будет видно гриф. Главное, чтобы он был прямым. Спасибо. А вот в какой магазин лучше идти, или это без разницы, какую модель лучше выбрать начинающим? Но моделей столько, что некоторые, хотя мне приносят их практически каждый день, иногда и больше, но моделей столько, что некоторые я до сих пор вижу впервые. Со всякими невообразимыми названиями, конструкцией, но они остаются все равно гитарами. Если она хорошо звучит, если она не настолько дешевая, которая стоит там 1500-2000 рублей, такая, конечно, развалится сразу. Ведь цена у гитары состоит не только из-за того, что насколько она красива, а то, из какого качественного материала она сделана. Тут играет свою роль и распил, и выдержка древесины, и ее просушка. В общем, главное не вестись на самые дешевые гитары среднего ценового диапазона. Те же самые Yamaha F310 или классические Yamaha S40. Тоже неплохо. Спасибо. А с чего вот начать? Вот Ваня, наверное, вопрос. Скажем, человека нету музыкального образования, но есть желание поиграть на гитаре, научиться. Ну, первым делом бы я, наверное, посоветовал вам, раз вы раньше пели песни, то, возможно, стоит их вспомнить, и для этого стоит разучить аккорды, типичные наши блатные аккорды, которые помогают саккомпанировать совершенно любую песню. А вот вроде бы аккорды выучить несложно, да? Допустим, я выучил мажор, минор. А вот именно как их поставить пальцы на гитаре, чтобы это было мне не сложно, не больно, больше так приятно было играть? Ну, в первое время пальцы все равно будут болеть, потому что подушечки пальцев будут натираться и будут появляться мозоли. Так что первое время придется потерпеть. Чтобы было комфортно прижимать, то все наши движения, они всегда естественные. То есть наши пальцы не прогибаются никак, не выпуклые, просто моя свободная рука вот в обычном положении, и вот я ее ставлю. То есть ничего не меняется. Все движения, они естественные. Как от природы пошли, все то же самое остается. Главное все делать без напряжения. Просто вот иногда бывает, что некоторые, когда начинают ставить пальцы, пальцы наоборот начинают зажиматься, и получается не совсем комфортно чувствует себя. Какие вот упражнения, может, есть, или советы? От чего это зависит? Во-первых, это все начинается от посадки, как я уже говорил. Все идет от посадки это. То есть даже все идет от спины. То есть если у нас есть какой-то залом в спине, то все. Получается, вы не будете расслаблены. Какие упражнения я бы посоветовал? Да, элементарные, просто первое время ставить все пальцы свои на струны, просто прижимать все вместе и потом по очереди, да. То есть это будет учить вас правильной постановке руки. То есть постановка должна быть такая, чтобы вы увидели в зеркало свою руку, и она вам понравилась. Красота и естественность, они все-таки совместимы в музыке, да? Да. Угу. Ну и вот наша передача скоро закончится, и хотелось бы услышать какие-то пожелания именно молодым ребятам, куда им дальше идти. Вот, например, молодой человек научился уже играть, брать какие-то аккорды, играть какие-то песни, но хочет развиваться дальше и не просто иметь гитару как аккомпанирующий инструмент, а именно как солирующий инструмент. Что посоветуете? Вот как заниматься, что послушать?
Ну, чтобы использовать гитару как солирующий инструмент, или, как еще говорят, соло-гитара, чтобы играть какие-то мелодии, в то время как остальная, допустим, группа играет аккомпанемент. А здесь, вот, как Иван сказал, здесь все нужно настраивать свои пальцы, чтобы они сперва медленно, потом быстрее и быстрее бегали по струнам вверх, вниз, по ладам, чтобы точно зажимать их. Для этого это все упражнения. Можно также разучить те же стандартные пентатоники на гитаре, которые очень простые и запоминающиеся. Либо можно пойти в специализированные учреждения для обучения. Тот же самый дом музыкантов. А вот, Иван, какие у тебя могут быть, есть пожелания? Так, ну, я бы посоветовал, что это в зависимости от чего хотят люди. Если они хотят совместить свою жизнь с музыкой, то, мне кажется, определенно сначала нужно музыкальную школу, отучиться в музыкальной школе. А потом, если вас это дело затянуло, то вы можете смело поступать вот в наш музыкальный колледж Жиркова, отучиться там. И после этого у вас будет... Все дороги вам будут открыты. В России очень много заведений музыкальных, как и средних, так и высших. На Якутском музыкальном колледже это не заканчивается. Также, если у вас какие-то личные есть, что-то хотите для себя, то вполне вы можете найти себе и преподавателя, который будет с вами заниматься. Вы будете ему говорить, что вы хотите, и он вас этому научит. Вот и все. Либо музыкальная школа. То есть вот сейчас очень много образовательных ресурсов в интернете, но там иногда их так много и не все понятно. То есть в любом случае нужен человек, который будет вам, Да, который будет следить. следить, что правильно, что неправильно, да? Так называемый преподаватель или учитель музыки. Ну что ж, мы еще раз благодарим наших гостей за то, что пришли, рассказали, поделились. И надеюсь, что гитара, как было и задумано изначально, она была благородным инструментом. Вот. Я надеюсь, что чем больше людей на ней будет пытаться играть хорошую, качественную музыку, тем лучше будет в нашем мире. Спасибо.